Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Петр Вайтал. Я ученик 10 класса Черепчинской республиканской спортивной средней школы-интернат Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Горкина. Тема нашего доклада – биологическое состояние карася якутского в озерах села Черепча. В окрестностях села Черепча карася якутского добывают в нескольких озерах. И эти же озера используют как место для летнего водопровода, заготовки льда, как водопой для крупнорогатого скота, зимняя автомобильная дорога и место для отдыха и охоты. Поэтому возникла необходимость проведения исследований для определения влияния изменившихся условий для проживания карася якутского в окрестностях села Черепча. Цель – определить биологическое состояние популяции карася якутского в окрестностях села Черепча. Задача – изучить литературу по теме исследования, освоить методику исследования для определения популяции карася якутского, составить на основе результатов рекомендации для сохранения и восстановления популяции карася якутского в окрестностях села Черепча. Гипотеза. Если вовремя выявить признаки отрицательного влияния деятельности человека на биологическое состояние карася якутского, то возможно проведение природоохранных работ для увеличения или сохранения популяции рыбы в окрестностях села Черепча. В нашей работе мы решили исследовать популяцию карася якутского из озер Черепча, Имигте и Липелях. Данные озера были выбраны как наиболее подтвержденные влиянию деятельности человека. Отлов рыб проводились с мая по август с помощью сетей и самодельных тулов. Для определения биологического состояния популяции использовали методику, описанную в книге Дмитрия Дмитриевича Савинова «Аласные экосистемы». Измерив вес и длину, мы определили по формуле Фултона упитанность рыб. Как видно из таблицы, длина рыбы из озера Черепча по отношению к другим озерам немного меньше. Максимальный рост выявленной рыбы из озера Черепча составляла 16,9 см, что соответствует среднему показателю других озер. Прирост веса, исходя из данных монографии Алексея Федоровича Абрамова «Пищевая и биологическая ценность карася якутского» соответствует норме. Показатели озер Мигте и Липеля относительно одинаковы. Прирост веса карася якутского в озере Черепча идет медленнее. Упитанность рыб в норме. Относительно низкая упитанность у карасей озера Черепча. Заключение. Карась якутский принадлежит к числу весьма распространенных подвидов рыб Якутии. Встречается от верховья реки Лена до Жиганска. Для определения влияния деятельности человека на биологическое состояние карася якутского окрестности села Черепча исследовали 3 озера. Исходя из данных, пришли к выводу, относительно низкие показатели по сравнению с популяциями других озер наблюдаются у карасей озера Черепча. Причиной этого, на наш взгляд, является сильное антропогенное воздействие, которое может привести к угнетению популяции карася якутского. Для сохранения и восстановления популяции рекомендуем контролировать качество воды как естественной среды обитания рыб, проводить очистительные работы берегов и окрестностей озер, сократить или запретить вылов рыбы в нерестовый период, установить запрет на использование мелкоячеистых орудий для лова, для сохранения молодых особей нерестового стада, повышать экологическую грамотность населения. Спасибо за внимание.